Ура! 1 сентября– День знаний! И день начала школьной военной пропаганды. Задолго до 24 февраля 22 года школа превратилась в рупор идеологии российского государства, а уже с началом СВО бедным детям стало совсем не сладко. Уроки мужества, разговоры о важном, плетение маскировочных сетей, конкурсы рисунков о войне, праздник в честь присоединения новых регионов, музеи боевой славы. Вместо математики, литературы и биологии в школах рассказывают про геополитические победы Путина и учат, что война – это мир, а свобода – это рабство. Что только не придумывают взрослые, чтобы с малых лет готовить ребят к войне. Закончил школу – отправляйся на фронт, а там уже как повезет. Как именно детям промывают мозги и как это происходит в школах Чувашии. Чтобы разобраться в этом, наши друзья из проекта «Ненорма» проанализировали 407 тысяч постов во всех группах республиканских школ во ВКонтакте. И вот что выяснили. Сегодня в республике работают 382 школы, хотя еще в 2021 году их было на 7% больше – 410. Все 382 школы имеют страницы в ВК с подтвержденным через госуслуги статусом «Госорганизация». В день полномасштабного вторжения такие страницы были только у 260 школ. Оставшиеся школы завели группы до конца 2022 года. Мы собрали все публикации на всех страницах школ, начиная с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2024. У нас получилось 407 054 поста. Эту огромную базу мы систематизировали с помощью ключевых слов и регулярных выражений. Так мы выделили разные тексты милитаристской тематики: военно-патриотические мероприятия, поздравления с военными праздниками, встречи с военными, обучение боевым навыкам и прочее. За 2,5 учебных года на страницах школ Чувашии опубликовали не менее 66 тысяч постов на военную тематику. Это 16% от всех публикаций или в среднем каждый шестой пост. Из этих 66 тысяч 8,5 тысяч посвящены украинской войне, то есть так или иначе упоминают СВО. Про войну, патриотизм и родину написали все 100% школ. Само слово «война» упоминается в 30 тысячах постов или в среднем в каждой 14-й публикации школы. О патриотизме написали 21 тысячу постов, о родине почти 17 тысяч. Про демилитаризацию и денацификацию Украины или неонацистов и неофашистам детям рассказывали как минимум в 122 школах Чувашии или в каждом третьем учебном заведении. Так называемым разговорам о важном было посвящено почти 19 тысяч постов. О них написали все 382 школы, как об уроках мужества – 5 тысяч постов. На разговорах о важном школьников учат не бояться жертвовать собой на войне, потому что Россия наконец-то встает с колен. Если посмотреть на военную службу, это просто такая тренировка того, чтобы быть готовым пожертвовать собой. Уроки мужества бывают и еще интереснее. Их проводят герои, вернувшиеся с СВО. Например, Спартак Мышкин. Он воевал в составе кадыровского полка «Ахмат». Якобы участвовал в захвате Мариуполя и штурме Азовстали. Через 9 дней после подписания контракта был ранен и вернулся в Чувашию. Но интереснее даже не это, а то, что до войны он пытался ограбить банк в маске Гая Фокса. Смешной преступник пришел в офис Совкомбанка, угрожал предметом, похожим на пистолет, но не нашел ключи от кассы и ретировался. За это ему дали 1,5 года колонии. На кадрах с камерой видеонаблюдения видно, как злоумышленник в маске героя комиксов подходит к сотрудницам банка и отводит их в сторону служебных помещений. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег. Но по независящим от него обстоятельствам не смог завершить задуманное до конца и покинул помещение. Какому такому мужеству может научить детей этот человек? Непонятно. А вот вам другой пример. С уроками мужества ходит по школам единорос Андрей Шакулов, 30-летний фейковый ветеран, который за 4 месяца службы в блатном подразделении в отдалении от фронта заработал целых 4 медали. Это чувашский Адам Кадыров осенью хочет стать депутатом Гордумы Чебоксар, чтобы брать еще больше госконтрактов для своей компании. Наибольшее количество публикаций в группах школ Чувашии посвящено Великой Отечественной войне. Больше 34 тысяч постов или в среднем каждый 12-й пост школы. Из них в 10 тысячах постов отмечали День Победы. 9 мая – это действительно очень важный день. Но вообще празднование военизированных дней – это рабочий способ приобщения школьников к войне. Каждый месяц можно придумать новый повод выстроить детей буквой Z или напомнить о западной угрозе. Помимо Дня Победы, школы Чувашии написали 13,5 тысяч постов, посвященных другим милитаристским праздникам.
Мы насчитали 27 таких дней. Например, День Героев Отечества, День памяти жертв фашизма, День воинской славы, День рождения Зои Космодемьянской, День Бородинского сражения и другие. Кроме отмечания военных праздников, школу Чувашии с 24 февраля 2022 года написали не менее 21 тысячи постов, посвященных милитаристским мероприятиям. Мы выделили среди них 20 самых обширных категорий. Больше всего с детьми проводили уроки мужества. Об этом было написано почти 5000 постов. На втором месте месячник оборонной, массовой, спортивной и патриотической работы. Его проводили для повышения качества подготовки к военной службе. Ученики отправляли письма и подарки военным, плели маскировочные сети, в том числе в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Окопные свечи изготавливали не только старшеклассники, но и вчерашние детсадовцы. Ученики кадетского лицея даже отчитывались перед Олегом Николаевым. С детьми праздновали присоединение новых регионов и ходили в музей боевой славы, проводили военные сборы. В школах устраивали конкурсы рисунков на тему «Наша армия самая лучшая», «Война глазами детей», пели военные песни. Ну и, конечно, куда без выстраивания детей в букву Z. Отдельно я хочу рассказать про гуманитарную помощь. В школах собирали теплые вещи, влажные салфетки и шоколад для военных. Набивали подушки для раненых, а девочки на уроках технологии вязали шерстяные носки и заботливыми руками шили фронтовикам нательное белье. Проще говоря, трусы. Кроме идеологического воспитания, у детей в чувашских школах формируют еще и непосредственно боевые навыки. Об этом написали почти все школы. Мы насчитали более 5000 постов на эту тему. Школьников учат сборке и разборке автомата, стрельбе, метанию гранат и медицинской помощи, проводят строевую подготовку и рассказывают, как управлять дронами. Почти все школы в 4000 постов упомянули юнармию и мероприятия этой организации. Военно-патриотическое движение под патронажем Минобороны принимают детей даже с 3 класса. Юнармия записывает детей для видеооткрыток военных, проводит со школьниками военизированные игры вроде «Зорницы» и готовит их быть будущими защитниками Родины. Продвижение первых написали 372 школы в более чем 2000 постов. Вступать в организацию, которую лично курирует Путин, агитирует на классных часах. А само движение, например, предлагает детям делать талисманы и писать мотивационные письма на фронт. В школах нередко можно встретить участников СВО, живых и мертвых. О земляках, погибших на войне в Украине и других конфликтах, написали больше половины школ. 116 постов были про установку мемориальных досок, 262 про парты героя. Встречи с детьми, с живыми, вернувшимися с фронта, участниками войны против Украины прошли почти 80% школ. Такими событиями было посвящено 874 публикации. Абсолютным рекордсменом по гастролям по школам республики доброволец кадровского батальона «Ахмат» Сергей Голицын. Он посетил не менее 30 школ. Про его визиты написали 48 постов. У него, как полагается, 2 судимости. Первая за незаконное хранение и сбыт оружия. Вторая за крупную кражу. Голицын к тому же еще и заядлый охотник. Вот он позирует с только что убитым волком. Минприроды много раз подавала на Голицына в суд с требованием возместить ущерб за незаконную добычу кабана. Отличный персонаж, чтобы учить детей, что такое патриотизм. В Брестинском районе в селе Климово повесили мемориальную доску на стене школы, в которой учился полковник Сергей Михайлов. На торжественное открытие пришли родственники погибшего, а почетный караул состоял из переодетых в военную форму младшеклассников. В Новочебоксарске с войны не вернулись 2 одноклассника из школы номер 9. Михаил Александров и Евгений Данильчук, вчерашние выпускники, погибли через 2 месяца после начала войны с разницей в 2 недели. После них осталась только парта героя. В Комсомольском и Батревском районах поставили парты героя в честь выпускников, воевавших в составе подразделения ЧВК Вагнера. В школе села Бичурга-Башиева Шамуршинского района кому-то пришла в голову, что использовать детей на похоронах, чтобы те несли портреты военного, это отличная идея. Так похоронили выпускников школы рядового Дмитрия Моисеева и ефрейтора Николая Харитонова. Всего на украинской земле погибло не менее 57 жителей республики. Мы знаем это, потому что с первого дня войны наша команда «Сердитые Чуваши» по крупицам собирала информацию о погибших военных и мобилизованных. Я сделал большой ролик о том, кто эти люди, откуда они родом и сколько им лет. Как они попали на войну, в общем, проанализировали всю информацию, которая скопилась у нас на 3-й год войны. Смотрите
Смотрите видео по ссылке, которая появится вот здесь. Кроме военщины, нам стало интересно изучить, как в чувашских школах используют чувашский язык. Не могу сказать, что результат меня обрадовал. Почти все учебные заведения используют исключительно русский язык. Только 7 школ наряду с ними используют чувашский язык в описании своих пабликов. Но при этом у одной среднетатмышевской СОЖ описание вообще только на чувашском языке. Мату. В постах чувашский язык вспоминают только по праздникам. Его использовали чаще всего, когда писали про День чувашского языка. 1020 публикаций и 286 школ. В этом же контексте упоминался просветитель Иван Яковлев. 2150 публикаций в 360 школах. В республиканском проекте, рассказывающем о педагогах Чувашии, участвовавших в Великой Отечественной войне, приняли участие не менее 83 школы. Они написали в сумме более 4000 постов. Еще Министерство образования запустило так называемый флешмоб, а точнее конкурс детских рисунков «Защитники Чувашии». Постов в нем было не менее 700 в 178 школах. Очень много внимания уделялось строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной. Про День памяти его строителей практически все школы написали более чем 2500 постов. Кроме войны, в пабликах чувашских школ продвигают еще и государственные проекты. Например, активно рекламируется цифровая образовательная платформа от ВК «Сферум». Одинаковый, слово в слово, рекламный пост опубликовали 89% школ. Рекламу электронного голосования разместили у себя на страницах абсолютное большинство школ Чувашии. 326 школ 7 февраля этого года опубликовали идентичный пост с призывом голосовать электронно. В нем рассказывается, как некий чебоксарец Максим Чернов тоже решил реализовать свое право, используя альтернативный способ голосования. На видео с логотипом выборов от ЦИК не смогли правильно написать слово «бюллетень». Спустя месяц школы снова массово опубликовали рекламу электронного голосования. Политическое предпочтение в школах явно на стороне «Единой России». Эту партию упомянули в 690 публикациях 250 школ. Партия власти проводит в школах диктанты победы, игры о событиях ВОВ, помогает доставлять новогодние пожелания на фронт, а исполнительный секретарь Чебоксарского отделения «Единой России» говорит с детьми о традиционных семейных ценностях. В то же время, например, партия главы Республики «Справедливая Россия» упоминается только 12 раз в 8 школах. КПРФ 5 публикаций в 5 школах. Новые люди и ЛДПР на уровне погрешности 2-3 публикации. Кроме этого, 270 школ или 70% всех учебных заведений поздравили Владимира Путина с днем рождения в 2023 году. При этом 228 школ опубликовали идентичные посты про любимую учительницу Владимира Путина Веру Гуревич, которая написала про президента книгу. Годом ранее поздравлений практически не было, только в 10 школах. Отдельно мы посчитали репосты с других пабликов, которые делали школы на своих страницах. Всего их было почти 80 тысяч. На первом месте в топ-10 вошла Елена Сахарова. Эта женщину школы республики репостили больше, чем Минобразование, Минпросвещение, Чебоксарское управление образования и вообще все группы из этого списка вместе взятых. Сахарова до августа прошлого года начальница управления образования Чебоксар. Она называла воспитателей бомжами от того, что те не купили себе приличной одежды, и заставляла детсады отчитываться о подписках и лайках на ее страницах от родителей. Даже спустя год после перевода на другую должность у чиновницы один из самых крупных телеграм-каналов в республике. Несложно догадаться, почему. Можно смело сказать, что современная российская школа стала одним из ключевых инструментов пропаганды войны. Вместо того, чтобы разрабатывать новые материалы, улучшать методику преподавания и заниматься переподготовкой кадров, современные российские школы вынуждают учителей заниматься вредной и ненужной ерундой. Педагогам в такой обстановке гораздо сложнее выстраивать нормальные, доверительные отношения с учениками. От этого страдает качество школьного образования. Проигрывают и учителя, и дети. Побеждают только сотрудники военкоматов. Как можно этому противостоять? Вопрос хороший. Оградить своего ребенка от войны в школе практически невозможно, потому что милитаристская пропаганда тесно встроена во всю систему образования. Индокринация начинается с внеклассных мероприятий и заканчивается переписыванием учебников истории. Самое главное — говорить с детьми о том, что происходит. Если этот ролик увидят те, кто вынужден такую пропаганду слушать, думаю, в техникумах и университетах ситуация очень схожа. Могу разве что пожелать вам сил.
Помните, что по закону у вас нет обязанности слушать этот бред и принимать участие в военных свистоплясках. Но ситуация бывает очень разной, поэтому оценивайте сами, насколько серьезно может по вам ударить прямая конфронтация с педагогом и руководством. Если конфликт может вам навредить, подумайте, есть ли другие способы сберечь себе психику. Свободные медиа – это то, что может поддержать, когда вы находитесь в несвободной среде. Они напоминают, что происходящее вокруг ненормально и расскажут, что можно жить по-другому. Поддержите работу проекта «Не норма» и работу «Сердитые чуваши». Ссылки на все способы привести нам копеечку мы добавили в описании к этому видео. Как вам наша коллаборация? Хотите, чтобы мы проанализировали, например, пропаганду в колледжах или университетах? Напишите нам в комментариях. И обязательно расскажите, с какой школьной пропагандой сталкивались лично вы. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на Ненорму и до встречи.